Герой нашего выпуска добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну, участвовал в самых ожесточенных боях. Практически на следующий день после начала войны он подал заявление в военный комиссариат с просьбой направить его на фронт. Заявление Магомета Гадаборшева было принято, и после обучения в Орджоникидзевском военном училище связи в январе 1942 года он был направлен на фронт. Его боевой путь был очень сложным. Работа связиста была одной из самых важных и тяжелых. Противники старались в первую очередь уничтожить центры обеспечения связи. Магомед Османович был одним из лучших связистов. Он был лучшим связистом среди нашего народа. Также был одним из лучших связистов, защитников Сталинграда. Его знания пригодились при форсировании многих рек, как Грон, Нитра, Морава. Он прошел войну до победного конца, был командиром многих воинских подразделений. Семья Магомета Гадаборшева на момент начала войны проживала во Владикавказе. Это обстоятельство во многом позволило ему получить хорошее образование, к чему наш герой очень стремился. Жили они в районе Шалдона. Несколько семей ингушских там было. И наш дед там жил. Родовое гнездо у них было там, рядом с медицинским институтом. По окончании школы он поступил в Орджоникидзевское военное училище, которое закончил в 1942 году. В 40-х годах он должен был закончить. Ну и как раз началась война, и в 20 лет, в 1942 году, его добровольцем он ушел в армию. Проходил службу во многих местах, в том числе и в Уральском военном округе, на Донском направлении. Он был участником боев на Курско-Орловской дуге, участвовал в освобождении Украины, также был одним из начальников полка связи Запорожского военного округа. Сразу попал он в самую гущу событий, самые горячие сражения было под Сталинградом, как мы знаем. Был он командиром взвода связи, обеспечивал связь, участвовал в самых кровопролитных боях. Был награжден за участие в битве за Сталинград, об этом свидетельствуют его награды, документы, которые вот в папке присутствуют. Там получил он легкое ранение и получил награду за оборону Сталинграда. Следующее его крупное сражение, где он участвовал, такое батальное сражение, было на Курско-Орловской дуге. Как мы знаем, там произошел перелом в войне, инициативу перехватили наши, и вот дальше наши войска пошли в наступление и вот погнали до самого Берлина. Специфика работы Магомета и высокий уровень профессионализма, которого он достиг, послужили причиной того, что наш герой побывал на многих ключевых участках фронта. В последнее время нам стали доступны некоторые выдержки из архивов. У меня двоюродный брат работал в архиве, и благодаря его огромному труду очень сложно добиться чего-то правды про наше прошлое. И вот он в московских архивах добыл два таких уникальных документа. Один, который подтверждает, как он работал, как он связь обеспечивал. Порой сам один, уходя, когда уже в взводе оставалось, из огромного взвода оставалось 3 бойца, и он один. И как они обеспечивали связь под открытым огнем врага, как он обеспечивал связь. А ее постоянно при постоянных обстрелах обрывал, и вот они как трудились. И в одной из такой вылазок, когда они делали, они наткнулись на блиндаж немцев, и там пленили 43 фашиста. Магомед находился на фронте до самого окончания войны. С честью дослужил до победного конца. В годы освобождения европейских государств также стоит отметить его военный путь, который пролегал через многие страны Европы, в том числе Чехословакию, Румынию, Венгрию и Болгарии. 5-м ударным батальоном дивизии он дошел до Чехословакии. Освобождали они по пути Венгрию, Австрию, Румынию, Чехословакию. В Чехословакии он получил повторно сильную контузию, и его отправили в тыл. Ну, пока его лечили, война закончилась победоносно, как мы знаем, под Берлином. Но он остался служить в армии. И вплоть до 1947 года он был в составе советской армии. Демобилизовались они в Запорожье,
Магомед Гадаборшев в годы войны не раз был отмечен за смелость и отвагу, за исключительные профессиональные качества. Его костюм с наградами сегодня представлен в зале Ингушского государственного музея краеведения в Назрани. Среди наград стоит отметить орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны, медаль за победу в войне над Германией, медаль за оборону Сталинграда. Также в послевоенные годы был награжден многими памятными медалями, в том числе и памятные медали в честь юбилеев Рабоче-крестьянской Красной Армии, в честь юбилеев Победы. Также есть и трудовые медали. Войну закончил в звании гвардии старшего лейтенанта. Завершил службу Магомед Гадаборшев в 1947 году. Дальше было возвращение. Увы, не на родину, а в Казахстан, куда был депортирован ингушский народ. Родители его, братья, сестры, а он сам был из многодетной семьи. Их всех отправили в ссылку в Казахстан. И в 1947 году он уже вернулся туда, в Казахстан. Нужно сказать, что наш герой из очень уважаемой в Ингушетии семьи. Отец Магомеда Гадаборшева Осман – всадник ингушского конного полка Кавказской туземной дивизии. Папа из многодетной семьи. В их семье было их всего 7 членов семьи, из них 6 братьев и 4 сестры. Дедушка мой был участником конного полка Туземской конной дивизии. За боевые отличия был награжден Георгиевским крестом. Бабушка домоработница, хозяйка, прожила с ним долгое время и проявила себя как хорошая хозяйка, как хорошая мать. Гордилась своими детьми, особенно моим отцом, потому что папа ушел добровольцем на войну, и все трудные моменты, ситуации в жизни, он был действительно рядом с ней и был ее помощником, ее гордостью. После возвращения из депортации Магомед самым активным образом включился в дело восстановления республики, налаживания различных сфер деятельности. По возвращению он закончил высшую милицейскую школу, работал несколько лет в органах милиции. Затем он закончил Краснодарский юридический институт, очень хорошо, успешно закончил. Высшую партийную школу в Москве закончил. В послевоенные годы занимался трудовой деятельностью. Стоит отметить то, что он возглавлял Совет ветеранов и помогал Тугану Хаджимоховичу Марсагову собирать данные на участников Великой Отечественной войны. В 80-е годы после смерти Тугана Хаджимоховича Марсагова 4 года руководил Назрановским музеем боевой и трудовой славы. Работал на протяжении своей жизни на хозяйственных работах, хороших, ответственных хозяйственных работах. А последние десятилетия, 17 лет он проработал в райкоме партии в Назране, председателем партийной комиссии. Начинал с инструктора и закончил председателем партийной комиссии, потому что эта работа очень ответственная. По достижении пенсионного возраста он, конечно, не ушел на покой. Он поработал несколько лет, в принципе, до самой своей смерти он проработал директором краеведческого музея. Все дети Магомеда Гадаборшева получили образование, состоялись в профессии, у каждого своя семья. Каждый из них старается жить достойно и приносить пользу обществу, так как учили родители. В семье нас 4 детей. Старший сын Алихан Магомедович закончил нефтяной институт. Длительное время работал в Тюменской области, главой администрации одного из поселков, поселения. Старшая сестра Алла, она закончила этот Московский пищевой институт, проживала в городе Грозном, и вот после этих событий она переехала сюда, в нашу республику. Я работаю уже 44 года, стаж у меня медицинский. С 93-го года работаю в Карабулакской городской больнице, заведую отделением. Младший брат Амирхан Гадаборшев, он закончил Грузинский университет.
в настоящее время работает в школе. Магомед, как человек очень грамотный и начитанный, понимал значение образования, поэтому приложил все силы, чтобы дети получили максимально возможное развитие. Также они с супругой уделяли большое внимание воспитанию, причем наставления подкреплялись личным примером. Я вот четко помню его установки. Он не садил нас специально, морально не читал. Он своей жизнью, своим примером доказал, как себя должен вести настоящий мужчина. Но что он говорил? Он говорил, вот раньше были времена, вот иногда вот он дерзкий был в детстве, он довольно и дрался. Ну, тогда молодежь так жила. Все отстаивали свою правоту и правду кулаками и так. Он такой был дерзкий. О нем ходили легенды во Владикавказе. Его по молодости, у него кличка была Мамай. Мамаевцы, чапаевцы делились. Когда он на фронт ушел, делились молодежь, на мамаевцев и чапаевцев воевали. Вот у него такой авторитет был. Вот. Ну а что говорил? Когда мне начинали рассказывать о его таких подвигах, таких бытовых, он говорил, эти времена ушли, он говорил. На современном этапе, он говорил, надо добиваться учением и спортом. Учеба и спорт, вот что должно мужчину увлекать и выделять среди прочих. Он действительно никогда нас не сажал и нравоучения нам не читал. Наши родители были для нас примером. Во-первых, отец был большой чистой души человек. При всем этом он был принципиальным. Вот основные моменты вот его вот такой вот этой работы, вот что касается наставления, он очень ценил образование. И образование настоящее. Он очень ценил спорт, моральную подготовку и физическую подготовку. Он был очень эрудированным, вот действительно от природы. Очень много читал, он очень много писал, много статей писал. Все это ему дано, хотя педагогического образования не было. И он хотел видеть вот в нашей молодежи, я это могу прям говорить основательно, видеть молодежь сильную, морально устойчивую, физическую, крепкую и честную. Вот три момента, о которых я по всей жизни своей вот буду нести, вот то, к чему он призывал. Он к этому призывал и внуков своих, сыновей, внуков. И молодежь прислушивалась, его любили, к нему прислушивались. Понимал наш герой и то, что лучше всего готовит ребенка к взрослой жизни труд. Поэтому с ранних лет все дети научились вести хозяйство, быт. Сколько я помню, он нас постоянно загружал работой. Раньше все жили с собственным трудом, все физически работали. И он, когда уходил на работу, давал задания старшему брату, мне. Вот к его приходу мы должны то сделать. Если время останется, это мы могли использовать для своего досуга. Остальное время работать. И он говорил, что нельзя быть лентяем, надо все время трудиться, чтобы совершенствоваться. Он очень любил детей, он очень трепетно, хрупко относился к молодежи. Он старался вложить в них все хорошее. При всем этом он ценил мужество, отвагу, принципиальность, честность. Никогда не был карьеристом и никого не призывал быть им. Он говорил, начинать надо с меньшего. И сама жизнь, сами люди, сама судьба доведет до такого уровня, до какого ты должен дойти. Но при всем этом ты должен выкладываться, работать на своем месте, приносить людям пользу. Не все же сегодня трудоспособны, не у всех есть работа, но даже в доме, в собственном доме, можно столько много добра делать для своих детей, внуков, всех окружающих, соседей. А если ты уже занимаешь какое-то место и занимаешься своим любимым делом, тогда надо себя проявлять вот в этом направлении, я так думаю. Тамара Цурова – известный и любимый в республике врач. Она выбрала медицину прежде всего, потому что этого очень желал отец. Вот он всегда мечтал, чтобы я была врачом. Он хотел этого, желал этого. И он всегда подчеркивал, что
врач. Вот эту фразу я на всю жизнь, он юристом же был. И он всегда говорил, врач может физически травмировать пациента, а юрист морально. И вот всегда подчеркивал, что врач – это вот самое хорошее лекарство для больного, это сам врач. И на самом деле оно так в жизни и есть. Для пациента очень важно доброе слово, доброе отношение. Они чувствуют это. И поэтому вот все, что он говорил, это вот в жизни пригодилось. Нашего героя отличало очень бережное и трепетное отношение ко всем. Магомед относился с подчеркнутым уважением даже к детям. Он безумно любил своего отца и свою мать, он безумно любил своих братьев, он сестер. Ну, вы знаете, вот мне кажется, все взаимосвязано. Любить, не любить своих близких, любить родину, свой народ невозможно. Одно из самых главных правил, вот, жизненных правил отца, это было делать добро. Он всегда говорил, зло надо лечить добром. На зло отвечать не злом, а добром. Всегда призывал к мирным решениям проблем, все делать по-мудрому, без эмоций, не поспешно принимать решения, а принимать решения, твердые решения, уже вот действительно, всегда он говорил, 7 раз отмерить и 1 раз только отрезать. Всегда надо впереди, чтобы был разум, а потом все остальное. И действительно, сегодня есть чем гордиться. Он не один, их много. Вот мы должны знать их каждого и брать с них пример, ценить их, беречь память о них. Вот это, мне кажется, очень важно, очень важно. О своих боевых заслугах и подвигах Магомед рассказывать не любил, как и все истинные герои. Он без малейшего преувеличения был патриотом своей родины, страны. Он не любил вообще-то про войну героизировать себя. Кому было что рассказывать, те больше отмалчивали. На сегодняшний день вообще вот такое отношение вот тех людей того поколения вообще к родине, к истории, к своему делу. Настолько они были преданы, настолько они верили в идеалы коммунизма, за что воюют, за свой народ как болеют. Вот сегодня это как-то кажется немножко даже удивительным. Но они верили в это, они действительно сражались за родину, за идеалы коммунизма, как они считали, социализма, за свое отечество, за свою малую родину. Магомед Гадаборшев из тех, чей уход из жизни оставляет ощущение огромной пустоты. Такие люди, как очаг, обогревают и объединяют окружающих. И когда такой очаг гаснет, это чувствуют все. В 1991 году, как раз накануне праздника 9 мая, он был очень такой общественный человек. У него есть звание заслуженного пенсионера республики. Его приглашали на встречи с молодежью, он был наставником, ему было что вспомнить, что рассказать молодежи с его богатой трудовой и боевой жизнью. Постоянно его приглашали, много статей у него было в местных газетах, потому что писать умел он искусство, хотя специально этому не учился, но талант был определенным. И накануне 9 мая, 8 мая его пригласили на очередное какое-то мероприятие в райкоме партии. И сидя там, в президиуме он сидел, и когда ему дали слово, и тут у него случился инсульт. Прямо он встал, не успел пару слов сказать, инсульт случился. Ровно месяц отец пролежал, мы боролись за его жизнь, но уже ничего сделать нельзя было. Слишком уж обширный был инсульт. Вот так не стало отца. Но по сей день, кто его знал, кто его помнит, с такой благодарностью вспоминает. И я просто горжусь своим отцом, что он нам оставил такое имя о себе. Материалы о нашем герое представлены в Ингушском государственном музее краеведения, в дело развития которого он внес немалый вклад. Магомед Гадаборшев – достойный пример для подрастающего поколения, потому что этот человек не только героически прошел войну, но и не менее достойно смог прожить жизнь в целом.